Сфера экологии, учитывая стремительно возрастающую актуальность вопросов охраны окружающей среды, определена в качестве одного из основных направлений стратегического развития России на период до 2025 года, отметил в своем ежегодном послании Юнузбек Евкуров в начале этого года. Глава подчеркнул, что прошедший 2017 был объявлен годом экологии, и в связи с этим была проведена большая работа, направленная на улучшение экологического благосостояния региона. Вместе с тем важно не останавливаться на достигнутом и продолжить масштабную работу. Это и вопрос, связанный с оборотом отходов, самый проблемный вопрос по всей стране нашей. Это и вопрос загрязнения водных объектов. И, конечно, работа с населением, в которой очень хороший результат получился и по году экологии, и до этого предыдущие годы. Это направление тоже поставлена задача, это мы намерены развивать и на этот год, и на последующие годы. Одно из самых значимых экологических событий, прошедших в регионе, День реки Сунжа. В этом году этот праздник отмечался впервые. Торжественные мероприятия прошли в присутствии высоких гостей министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина и главы республики Юнузбека Евкурова. Дмитрий Кобылкин отметил, что президент страны Владимир Путин в своем ежегодном послании особое внимание уделил экологии и поставил перед министерством амбициозные планы вывести это направление на абсолютно новый уровень. Почетно находиться сегодня здесь и видеть, как федеральные программы, те, которые были, те, которые будут в будущем, преображают нашу землю, нашу родину, нашу территорию. Я хочу сказать, что экология сегодня становится нормой культуры не только среди населения, но и в промышленных компаниях. Наша с вами задача сохранить и приумножить наше начало, то, что мы начали делать. Посмотрите сегодня, сколько вокруг маленьких детей. Это наше будущее, это люди, которые завтра будут работать на этой земле, будут продолжать наши традиции. И ради них, ради именно этих детей мы должны с вами создать вот эту вот уникальную, воссоздать эту природу в том виде, в котором она была. А глава Ингушетии Юнузбек Евкуров отметил, что новый праздник призван привлечь внимание жителей и руководства страны к проблеме загрязнения водоемов. Спасибо нашему председателю комитета Магомеду Бабхоеву, который именно в этом плане проводит работу. Больше профилактики, и поэтому чище стало не от того, что мы убираем, акции проводим, а чище стало, потому что люди меньше бросают мусор. В этом есть смысл. Мы и в горах в этом направлении работаем со студентами, с молодежью. Много проходит передач на телевидении, много рекламы. И люди каким-то образом по-другому относятся к порядку вокруг себя. Организаторы постарались включить в программу все, чтобы порадовать гостей. Праздничную атмосферу создавали артисты ингушской эстрады. Для детей были организованы площадки с батутами, надувными аттракционами и бесплатными угощениями. Махмед Матиев 25 лет живет в Карелии, 9 из которых занимает должность полномочного представителя Ингушетии. Он в республике проездом и рад принять участие в таком празднике. Я радуюсь, что у нас в Ингушетии проводятся такие праздники. Люди на этих праздниках смеются, радуются, пришли с детьми. Также я удивлен такому празднику. Идет концерт. Надо проводить почаще такие праздники. Место прекрасное. Это можно назвать, в России редко таких места. У нас тоже в Карелии много праздников проводится. У нас 85 общественных национальных организаций. И мы часто свои тоже войнарские традиции показываем. Одеваем форму, я всегда одеваю бурку, одеваю шапку, папаху. Национальное блюдо выставляем. Мы показываем тоже наши традиции обычно. В честь праздника в обновленный пруд запустили 1000 мальков форели. Так, когда на рыбалку поедем? Поддержим? Нет, поддержим. Можно отсюда упрыгивать обратно. Не согласны. Делегация приняла участие в республиканском субботнике в Сунже. Здесь активисты с самого утра очищали водный объект от мусора. Современные технологии распределения мусора позволяют защитить экологию от загрязнения. Дмитрию Кобылкину и Юнузбеку Евкурову активисты представили план-проект по защите окружающей среды и посадке деревьев. Сады поколений. Этот проект существует уже более лет. Мы представили проект президентского сада. Почему название получил президентский сад? С легкой руки одобрения главы республики. В канун выборов главы государства у нас возникла такая идея – посадить плодовые деревья. Юнузбек Георгиевич предложил, а почему бы не называть его президентским садом? Да. Сам сад подразумевает высадку более 10 тысяч плодовых деревьев и кустарников на территории, в которой мы сейчас находимся. Это сельское поселение
Плиева, пойма реки Сунжа. Затем гостю продемонстрировали мусорные баки, которые в скором времени будут установлены в многоквартирных домах республики. Помимо всего этого, министерством в этом году проведена колоссальная работа в рамках контрольно-надзорной деятельности. Таким образом, в текущем году сотрудники Минприроды региона провели более 300 проверок и выявили более 360 нарушений требований природоохранного законодательства на общую сумму почти 4 миллиона 270 тысяч рублей. С начала года основной акцент в работе ведомства был сделан на оборот отходов и загрязнения водных объектов. В этом году министерством существенно активизирована и работа по выявлению и пресечению незаконной добычи полезных ископаемых. Экологами не раз проводились рейды по выявлению тех нарушителей, которые имеют пагубную привычку выводить канализацию в реку. Проблема загрязнения реки Назранка является одной из самых актуальных в республике. В последние годы Минприроды был проведен большой фронт работ, но сохранить чистоту мешают местные жители, для которых река превратилась в мусорную яму. Многочисленные замечания не привели к желаемым результатам. Работа надзорная у нас проводится в ежедневном режиме, ежедневно, внепланово, в рамках рейдов, проводимых сотрудниками ежедневно буквально. Благодаря этому многие водные объекты у нас очистились, и качество водных объектов улучшилось, и много таких сопутствующих частей, касающихся ликвидации каких-то несанкционированных скоплений отходов. Таких нарушений масса устранено. Также в регионе экологами проведены берегоукрепительные работы. Коснулись они той же реки Назранка. Реконструировано почти 2 километра участка обоих берегов. В первую очередь конструкция защищает расположенные поблизости дома и инфраструктуру от последствий сильных паводков. Долгое время эта часть реки Назранка в селении Барсуки была головной болью для всей окрестности. Неосторожные дети и животные часто становились жертвами водной стихии. Да и дома из-за частых дождей нередко затапливались, вышедшие из берегов рекой. Теперь местные жители могут быть спокойны. Здесь ведется масштабная работа по берегоукреплению. Мы отвели русло реки в одну сторону, построили насыпную дамбу и таким же образом будем переводить обратно в другую сторону эту же реку и производить эти работы. В план реконструкции местные власти включили и строительство набережной. Всего в рамках проекта была проведена берегоукрепительная работа участка реки в Магасе, а также благоустройство пруда в Сунже. Что такое национальный проект экологии и как изменится Россия к 2024 году? Цель – изменить воздействие на окружающую среду. Проект предполагает 10 направлений, в которых должны произойти существенные изменения. Чистый воздух, чистая вода. Туда, конечно, входит и новая система обращения с самыми разными отходами. Их теперь сортируют. Это самая настоящая реформа, на реализацию которой регионам дается срок до 2019 года. Преобразования идут поэтапно. Таким образом, 20 новых баков для раздельного мусора и 10 для бытовых отходов подарили жителям Малгобека. Новые мусорные баки уже установлены в образовательных учреждениях города. 2 таких бака поставили и в 5-й Малгобекской школе. 1 контейнер для бумаги, 2 для пластика. Теперь школьники будут бросать фантики от конфет в одну урну, а бутылки от сладкой воды в другую. Наши учащиеся, участники и неоднократные призеры многих экологических мероприятий, различных таких конкурсов, как вот всероссийский проект «Мы вместе», «Вода России» и многое-многое другое. Но повседневная наша работа – это на каждом уроке, будь это биология, будь это география, или это русский язык или математика, говорит о том, что дети всегда должны понимать, что мы часть природы, что они в гармонии с природой должны быть, и что самая главная задача их – сохранять все это. Остальные контейнеры для общего сбора мусора установлены в частном секторе. Жители коттеджного городка Малгобекского района такому подарку только рады. В местах массового скопления людей также будут установлены новые баки. Пока в городе ведутся работы по благоустройству площадок для новых мусорных урн. В скором времени весь мусорный хаос в городе будет устранен. То есть мы будем увеличивать количество баков и будем в каждом дворе будем благоустраивать вот такие территории, заливая бетоном, делать максимально комфортно для жителей, подходить и близко, и чтобы и грязи не было. Как отметил министр природных ресурсов и экологии республики, установка новых баков для раздельного сбора мусора – это очередной этап программы по ликвидации свалок в республике, а в следующем году уже приступят к этапу переработки отсортированных отходов. Этап перехода на систему обращения с ТКО должна пройти вся страна. Наша республика, как отметил Минприроды региона, уже полностью к этому переходу готова. Индира Манкиева. Итоги года.